Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 14 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Это для отношений карта, для работы, для финансов и неожиданности дня. Подсказываем из цыганской колоды. Итак, шестерка жезлов у нас выпадает на этот день. Карта очень позитивная, карта исполнения каких-то наших важных желаний, особенно тех желаний, которые не лично наши, а вот либо наши общие с супругом, либо наши семейные, либо, может быть, это какая-то цель коллективная, к которой вы в работе шли, да, то есть здесь все равно замешаны другие люди. И день очень позитивный, день, когда на нас обращают внимание, день, когда нас хвалят, могут приходить деньги, мы можем получать какие-то радостные вести, мы можем встречаться с людьми, которые нас любят и так далее, и так далее. То есть очень много всего хорошего, позитивного может в этот день произойти. Шестерка жезлов – это у нас астрологический Юпитер во Льве. А Юпитер – это всегда расширение возможностей, расширение того, что мы имеем, да, переход на новый уровень. Это могут быть и поездки, это может быть какая-то денежная удача, это могут быть повышения какие-то в сфере профессии. В общем, все абсолютно, что для вас желанно, куда бы вы хотели двигаться, где находятся ваши мечты и желания, вот этот день как-то подвигает вас к вашим желаниям, к вашим мечтам. Давайте посмотрим, что будет мешать. Мешать будет у нас королева мечей. То есть карта говорит о том, что хорошо, конечно, иметь цель, хорошо посвящать всего себя работе, своей цели, да, но здесь важно уметь и отдохнуть, уметь попраздновать, уметь как бы отметить свою победу, уметь расслабиться в кругу друзей. В общем, карта, которая говорит о том, что не нужно слишком уж концентрироваться. Вы поработали, достигли, допустим, многого, да, нужно теперь сделать паузу, отдохнуть, закрепить результат, похвалить себя, порадоваться. То есть здесь нужно как бы включить эмоции, включить сердце, да, вот чтобы было намного приятнее жить сегодня, потому что работать нельзя все время, да, нужно иногда и отдыхать. Либо это же у нас все-таки выходной день будет, да, либо не нужно быть слишком холодными со своими близкими людьми. Или, может быть, не стоит отказывать им в какой-то заботе. Или, допустим, общий праздник, да, а вы думаете о своих проблемах. Тоже вот это может помешать вам же, да, то есть притянет еще новые проблемы в вашу жизнь. Вот карта, которая нам на удачу выпала, это карта старшего аркана императрицы. Она говорит о том, что вот именно сегодня день для того, чтобы праздновать, для того, чтобы быть с друзьями, с семьей, чтобы наслаждаться жизнью, чтобы вкусно кушать, чтобы красиво одеваться, чтобы все нас радовало сегодня, чтобы весь день наш был посвящен удовольствиям. А теперь отношения. В отношениях выпала умеренность. Давайте посмотрим, что ждет тех, у кого еще пока нет партнера. Восьмерка пиковая вот вместе с умеренностью говорит о том, что вы можете вполне приятно проводить время с людьми, которые противоположного пола, которые обращают на вас внимание, но как-то ваше сердце сейчас ни на кого не, как сказать, в общем, никого не выбирает, скажем так. То есть для вас все люди пока что одинаковые, да, вы в таком спокойствии находитесь. Как только вы встретите своего человека, вы сразу это почувствуете внутри. Вот это время просто для общения, это время просто для знакомств, для каких-то праздников, торжеств, поездок на природу, да. Вот как-то здесь не время пока что для того, чтобы ваш человек появился, да, пришел. А теперь для тех, кто в паре, шестерка червовая, карта говорит о том, что будет исполнено какое-то ваше давнее желание, особенно если вы вдвоем вместе об этом мечтали, да. Для кого-то это прям может быть свадьба или может быть предложение руки и сердца. Для кого-то это просто торжество какое-то, может быть пикник, да, вместе выехали на природу.
Или, может быть, для кого-то это ужин при свечах будет, потому что шестерка червовая, она такая романтичная очень у нас карта. И, знаете, вот будет такой день для вас сегодня, как будто бы идеальный, да, то есть вот как будто бы вы вообще ничего плохого не видите ни вокруг себя, ни в вашем партнере, ни в ком. В общем, такой очень приятный день, когда ваши отношения, даже если они были, может быть, трудными в последнее время, да, они как-то на новый уровень выходят. В общем, вас все радует здесь. И еще может быть какой-то новый поворот, новый жизненный этап. Вот начиная с сегодняшнего дня, допустим, то, что было раньше, уже не повторяется, да, вы на новый уровень переходите на какой-то. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в ссоре. Карта говорит о том, что пока что ситуация не прояснена, пока что неопределенность, и, скорее всего, ваш партнер, он еще обижается, он еще не готов вас понять и принять. То есть лучше подождать по этой карте. Работа у нас император. Для тех, у кого сегодня все-таки рабочий день, да, карта очень хорошая, карта, которая говорит о том, что все идет по правилам, по инструкции, все идет своим чередом, вы все контролируете. Если вы предприниматель, вы можете и денег здесь зарабатывать хорошо. В общем, все под вашей твердой рукой, все в порядке. Давайте посмотрим для тех, кто в поиске работы. Карта говорит о том, что нужно подождать. Ну, правильно, выходной у нас, да, можно готовиться, можно что-то предпринимать для того, чтобы искать работу, но сегодня это как бы не время, да, лучше расслабиться, отдохнуть, порадоваться жизни, забыть о проблемах. Для тех, у кого есть работа. Семерка червовая, вот вместе с императором говорит о том, что у вас действительно может быть очень хороший какой-то день в плане вот достижений, да, если вы, допустим, в воскресенье работаете, вот как-то либо вас поощрит начальник, либо заметит ваши какие-то достижения. Вот благодаря тому, что сегодня будет происходить у вас в делах, вы можете даже получить повышение в дальнейшем. Для тех, у кого свое дело, дама бубновая, карта говорит о том, что у вас появляется возможность увеличить либо количество клиентов, либо увеличить свой доход, либо увеличить даже количество источников вашего дохода, да. В общем, здесь идет, знаете, какое-то умножение. Если, конечно, у вас были какие-то сложности, то сложности могут у нас умножаться. Но вот карта говорит о том, что если были сложности, то сложности уходят наоборот. А вот хорошее умножается. Теперь денежки, да, для денежек у нас выпадает карта старшего аркана влюбленный. Посмотрите, сколько у нас 4 старших аркана выпадает на день. Карта говорит о том, что, скорее всего, если вы будете какое-то торжество здесь праздновать, да, то расходы на него будут вот с тех сторон, кто в этом участвует, да, то есть это не один кто-то оплачивает, а это вот как бы все, кто участвует в складчину, скажем так, да. Расходы могут быть на какие-то юбилеи, праздники, свадьбы, здесь может быть 2 каких-то источника дохода. Если мы говорим уже о приходе денег, да, то может быть доход сразу из 2 источников. Кроме того, карта очень хорошая для того, чтобы деньги приходили от близких людей, от тех, кого мы любим, или от тех, кто к нам очень хорошо относится, заботится о нас. И вообще это карта удачи, то есть может быть просто неожиданно приход каких-то средств, которые нас очень порадуют. Просто как подарок, мы даже не ожидаем. Так, для тех, кто на зарплате, шестерка бубновая, ну здесь вот, кстати, приход неожиданных денег. Для тех, у кого свое дело, семерка бубновая, говорит о том, что деньги приходят от коммуникаций. Чем больше у вас клиентов, чем больше вы общаетесь, звоните, тем больше, либо раньше, допустим, вы с кем-то общались, звонили, писали, да, вот тем больше будет сегодня денежек у вас. Но вообще вот по этой карте достаточно хорошие приходят деньги, они как бы мелкие, но в большом количестве получается, да, и вот в общем сумма неплохая такая создается. Кроме того, вот если говорить еще по
расходу денег, вот по семерке бубновой вы можете либо сами что-то дешевле купить, если, допустим, вы перепродаете какой-то товар, да, то значит вы намного дешевле можете купить, чем раньше. То есть как бы выгоднее для вас будет. Либо сами будете устраивать распродажи для того, чтобы у вас ну, как бы было как можно больше клиентов, для того, чтобы было как можно больше дохода. Неожиданности этого дня тройка пентаклей. Карта говорит о том, что вы сегодня получите какой-то результат, на который не рассчитывали. Вы думали, что дольше будете к этому идти. Да? Тройка пентаклей – это у нас Меркурий в раке. Это все-таки наш близкий круг. Те люди, которые вот к нам вхожи в дом, это наша семья, наши друзья и, в общем, все, кто к нам хорошо относится, либо близко рядом с нами живет, да, и вот вы можете от них получить либо подарки, либо что-то такое вот неожиданный какой-то сюрприз, то есть они вас порадуют, ваше близкое окружение вас порадует. Давайте посмотрим, чем закончится день. Король бубновый, карта, которая говорит о том, что вы, скорее всего, сегодня потратите большое количество денег, средств, скорее всего, и, наверное, будете в конце дня думать о том, что можно было бы на эти деньги неделю прожить, наверное, да. Кто-то, может быть, приобретет что-то ценное сегодня, и вот в конце дня будет радоваться, да, вот что все-таки это получилось. Кто-то, может быть, съездит туда, куда хотел, либо отправится в путешествие, ну, допустим, на море кто-то, либо уже поедет, либо приобретет, допустим, там билеты или путевку. То есть в любом случае уже будут мысли о том, что вы можете осуществить вот это свое желание. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.